Заплатить за второй чемодан, независимо от его веса, пришлось некоторым мирнинцам, вылетающим в отпуск. Об этом рассказали сами пассажиры. Как выяснили наши корреспонденты, отпускники столкнулись с штучной проблемой учета багажа. Ее используют несколько российских авиакомпаний. Можно ли надеяться на возмещение потраченных средств тем, кто летит в отпуск за счет предприятий? И должны ли предупреждать пассажира о подобных ограничениях? Смотрите в следующем сюжете. Значит, вы летите Мирный Новосибирск 15 августа. Вылет у вас будет в 12... Обыденная процедура оформления билета. Кассир зачитывает правила тарифа, но мы часто не прислушиваемся к этой информации. И зря, ведь только из Мирного летают самолеты 6 авиакомпаний. И у каждой свои условия перевозки, не всегда привычные для пассажиров. Сами мы столкнулись с этой ситуацией. Пассажирам было неизвестно и во многом непонятно и неудобно, потому что, как мы привыкли, многие десятилетия была норма в килограммах установлена в зависимости от типа воздушного судна, то авиакомпания «Сибирь» заявила совершенно иную систему. В начале лета были сложности. Сложности вызвал учет багажа. При регистрации на рейсы S7 оценивается и вес, и количество чемоданов. Такой подход предусматривает система PIS-концепт, популярная у европейских перевозчиков. В России такие правила используют Аэрофлот, Ютейр и компания «Сибирь». Нормы, установленные в авиакомпании на текущий момент, скажем, эконом-класса, это бесплатная перевозка ручная кладь 7 килограмм. Багаж, одно место, я конкретно говорю, одно место 23 килограмма. Пассажиры бизнес-класса, соответственно, 2 места ручной клади по 7 килограмм и, соответственно, 2 места по 32 килограмма. Рассказать пассажиру о тонкостях тарифа обязан агент, продающий билет. Но из жалоб телезрителей стало понятно, о своих обязанностях продавцы нередко забывают. Возникли проблемы и у тех, кто воспользовался правом на проезд в отпуск за счет работодателя. Ведь нормативные акты попросту не регламентируют, как компенсировать переплату за багаж, рассчитанную по штучной системе. Решение нашли в профсоюзе «Профалмаз». Мы пришли к выводу, что единственным выходом в данной ситуации является работнику сдавать такие багажные бирочки. Необходимо для того, чтобы воспользоваться своим правом, срезать эту бирку и прикладывать ее к авансовому отчету, который мы сдаем на предприятие, приехав с отпуска. Пока багажные бирки для компенсации расходов у отпускников требуют лишь в компании «Алроса». В других организациях, опрошенных нами, с подобными случаями пока не сталкивались. Тем же, кто путешествует за свой счет, остается лишь быть внимательными при покупке билета или путешествовать налегке.